В Башкортостане 460 800 учеников. Из них 85 700 школьников имеют право на бесплатное питание за счет республиканского бюджета. С переходом на дистанционное обучение в Башкортостане приняли решение выдавать льготным категориям школьников продуктовые наборы. При этом за одну и ту же стоимость у районов состав наборов разный. Все зависит от решения родителей и поставщика. Глава Башкортостана Ради Хабиров перед заседанием правительства республики решил посмотреть, что же увезут детям. Ну, как вы просили, приблизительные наборы. Мы замечательно. У нас на сегодня составлен перечень из 13 наименований, которые мы разослали по муниципалитетам. Соответственно, дали возможность каждому муниципалитету, потому что когда начали общаться с мамочками, кто, у одних одно предпочтение в городе, одно в селе, другое. Соответственно, эти 13 наборов мы им, точнее 13 наименований отдали, и там они каждый у себя составляет набор. Вот здесь вы видите набор Уфы, он состоит из двух. Первое, это у нас есть две категории детей, которые имеют право на льготное получение. Всего их 85 тысяч, порядка 65. Это у нас ММС, это многодетные малоимущие. И ОВЗ, дети с ограниченной возможностью здоровья. У них набор практически в 2 раза больше, потому что МС у нас получается 45 рублей в день, соответственно, 225. А у деток с ОВЗ у них получается 100 рублей в день, то есть это получается уже на 500. Выдача раз в неделю. Каждый муниципалитет из этого списка должен согласовать с оператором, с родительской общественностью, что именно они будут выдавать. И нормативным правовым актом набор в каждом муниципалитете должен быть зафиксирован, чтобы мы смогли четко смотреть, какие именно соответствует набор норм или не соответствует. Вполне себе хорошо. Вот в таком пакете, да? Ешь, учись, расти дома. Все погружается сюда, идет, да? Это Уфа, я так понимаю, да? Это Уфа, да. Вот здесь вот у нас идет уже Гранд Логистик, это нефтекамский оператор. А сгущенка чья? Карломанская или? Нет, главпродукт. И здесь тоже, да? Здесь же, скажем так, коммерческие отношения, цена и качество. Кто дешевле дает в соответствии с качеством, тот, соответственно, и работает. Гречка, да? Да. Масло чье? Татарстан. Масло наше же не фасует, да, пока? Вот надеемся побыстрее этот вопрос решить, потому что то, что идет с Челябинска, там цена у них получается... Значит, срок годности смотрите, да, все? Чтобы срок годности был, так? Это вот нефтекамск. Это, да, соответственно, ОВЗ. Это вот ММС, это вот ОВЗ. У нас все наборы, как раз они составлены таким образом, чтобы был именно долгий срок годности, и каждую неделю, соответственно, когда выдаем, сроки годности отслеживаем, чтобы это было. Так, это у нас Янаульский питание, ну вот это внимание не обращайте, в список не входит, но это местные депутаты, местные, да, проявили инициативу. Хорошо. А вот это что такое? Ячневая крупа. А что из нее делают? Каша. Ячневая каша. Ячневая каша. Я ее в армии ел, я знаю. Она невкусная. С маслом есть это. Ради Фаридович, но опять же, 13 наименований согласовали с Роспотребом из того списка, который должен быть включен именно в школьное питание. Эти 13 наименований отданы муниципалитетам, муниципалитеты уже сами принимают решения, исходя из того, какие запросы интересуют. Шимбай. Я так понимаю, вот, наверное, малоимущие, так? Вот, наверное, ОВЗ. Да, все верно. Ну, опять же, многие операторы сделали такое предложение. Для того, чтобы одними и теми же наборами каждую неделю детей не кормить, они предлагают их менять. То есть вот многие операторы уже ассортимент поменяли, уже сделали 3 набора разных, и каждые 3 недели они у них будут чем-то, но отличаться. То есть там одну неделю они там молоко условно дают, другую неделю там вместо молока чай дают, и вот так вот будут менять. Там, смотрите, вот, Андрей Иванович, вот я уже который смотрю, вот продукт, да? Тут ничего башкирского нет. Вот я уже посмотрел, 1, 2, 3, 4, ничего башкирского нет. Мы что, бедные, что ли, нищие, что ли, какие? Ну вот я, ладно, вижу, как, видимо, фасовка у нас здесь была, так?
Ну, понятно, макароны мы не выпускаем. Но масло-то можно было, наверное, договориться. Это где вот? Аннинская, это где? Короче, по вашему поручению, вот как только эпидемия чуть-чуть спадет, перерабатывающий форум Это я понимаю, что у нас сделаем, да, нехватка. потому что у нас все это производится, а все фасуется в других печенье, что у нас не соседних пекут? регионах. Печенье. Печенье пекут, Ради Фаридович, но опять же, здесь на усмотрение оператора, то есть мы его заставить именно не можем. Здесь опять, если, скажем так, наш производитель будет давать достойное качество и соответствующую цену, здесь же рынок определяется очень просто. Да, мы же Я не можем... понимаю, но все равно, мне кажется, я уверен, что если бы вы их посадили и по цене бы договорились, вот давайте кормить другие регионы. А это что? Волговарский. Волговарский. Волговарский, да. Это сахар тишминский, да? Так, Это наше подведомственное учреждение, это школа-интернат. Здесь сумма другая. 1160 рублей вот этот набор. Это МКК. Неделю. А вот наши, да? Да. А это набор для... Здесь стопроцентно, здесь у нас не делится МС или сироты. У нас есть определенная категория, разбивка идет под подведомственное учреждение. А здесь 580 рублей. Также раз в неделю, соответственно, вот такие наборы. Ну, сумма другая здесь отличается, конечно. А это что? У нас здесь сводный несколько муниципалитетов. Несколько муниципалитетов, так. Тишины, Лиман. Значит, гречка, сок. Это вот чешминский оператор. Вот он, это ОВЗ, да, вот так они. Это на неделю они забирают. И... Так, это Глинский район. это я гляну, да? А, яблоки крымские, да, видишь? Но вот Чешмы как раз в этом году взяли, точнее в том году взяли плодопитомник, 300 гектаров, посадили свои саженцы. Надеемся, что через 2 года у нас уже полностью все товарные яблоки будут в социальном питании. Вот я каждый раз смотрю, вот получается вот такое печенье у нас не могут печь в Уфе, под Уфой, я не знаю, в тех же, я уверен. Это... Пермский район несколько вариантов уже сейчас подготовил. Первая, вторая неделя, как будет разбивка. Так, чтобы разнообразить. Я просто смотрю, хоть дома сахар-то хоть наш. Сахар наш, да. Айкович, позвольте вопрос. Каждый район, получается, свой продуктовый набор формирует? Конечно, это вообще это обязательство их, мы финансируем их, они сами должны это делать. Айкович, скажите, а что сейчас вы посмотрели? А мы посмотрели продуктовые наборы, которые мы бесплатно должны. Мы же горячее питание даем нашим детям. В обычной жизни? В обычной жизни, для малоимущих и для с особенностями здоровья. Но поскольку сейчас не можем давать горячее питание, мы решили сухпайками давать. Вот посмотрели, какие сухпайки. Как оцениваете? Так, на 4. Почему? Ну, мне кажется, можно было бы еще получше посмотреть все-таки в качестве самой структуры, да, сухпайка, ну и то, что все-таки не наша продукция. Я посмотрел всю Россию посмотрел, Башкортостан только не видел. Сделаем выводы. Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем нашу с вами работу. Мы сегодня чуть позже начали работу. Мы хотели посмотреть, как республика войдет в дистанционное обучение, но об этом чуть позже нам доложит министр первые итоги, потому что учеба еще идет. Министр образования доложит. Давайте приступим к основной повестке. Уважаемые коллеги, мы прошли очередную неделю самоизоляции.
Я, конечно, первое, что хотел бы сделать, я хотел поблагодарить наших жителей. Вот наших жителей поблагодарить, не побоюсь этого слова, за солидарность. Не просто за то, что они, значит, сели, они проявили солидарность, очень высокое понимание и ответственность, потому что действительно республика эту неделю прожила действительно в высокой степени самоизоляции. Мы смотрели постоянно разные показатели, в том числе показатели и Яндекса. Вы видели, Уфа всегда где-то была в первой тройке по качеству самоизоляции. Уфа, город Стерлитамак, вот там 2 основных города были показаны. Но в целом эту неделю, ту задачу, которую мы перед собой ставили, а задача называется 2 словами, очень простая. Социальная самоизоляция. Социальная самоизоляция, чтобы мы друг другу не передавали, соответственно, инфекцию. Мы сегодня начинаем выдачу сухих пайков для детей, которые имеют право на горячее питание, бесплатное горячее питание. Это малоимущие, соответственно, с особенностями здоровья. Сегодня по всей республике это начинается. Это порядка 85 тысяч наших школьников. Прошу это сделать организованно, без кучкования, конечно, чтобы выдача пайков не превратилась в передачу инфекции. Но на что я прошу обратить внимание, Ильшат Ильдусович? Вот я посмотрел, у меня коллеги спросили, я специально там с десяток районов посмотрел пакеты. Вообще спасибо, конечно, потому что я видел, что то, что людям нужно, и макаронная продукция, и гречка, и масло растительное, и сахар, то есть то, что людям нужно, и которое будет, соответственно, пойдет туда. Но я посмотрел, что там совсем нет башкирского. Совсем нет башкирского. Мы же фасуем сами, и крупу где-то фасуем. Ладно, сахар хоть есть, но масло-то растительное. Вот со всей страны, откуда только масло растительное, мы, наверное, одни из самых таких больших производителей масла, а масла растительного нету. Поэтому я вас вместе с Алексеем Николаевичем прошу обратить на это внимание. И давайте вот потихонечку, я понимаю, что сейчас как бы на колеса только встаем, но это же 85 тысяч человек. Это целая индустрия. Мне кажется, мы бы сейчас как раз наши предприятия, которые нуждаются в этих заказах, загрузили бы. Где попало, берем. Я не говорю, что это плохо. Это, наверное, тоже хорошо. Но абсолютно уверен. Я вот посмотрел, столько печенья, значит, детям дают. Вкусное, хорошее печенье. Но почему мы даем печенье, которое пекут где-то в Подмосковье или, значит, в Калужской области или, соответственно, в Челябинской? У нас что, печенье не пекут совсем? Мне кажется, на каждом шагу пекут это печенье. Так сядьте по цене, пусть договоритесь. Поэтому в этой связи мое поручение следующее. В следующий понедельник я вновь хочу посмотреть продуктовые пакеты, которые 2-я волна пакетов пойдет. И я прошу вас все-таки изменить подход к этому формированию. Я понимаю, что это резко не получится, но давайте садитесь, пусть ваши операторы договариваются. И все-таки большей частью наша башкирская продукция была представлена. Я уверен, что если садиться, и они готовы и по цене подвинуться, сейчас все готовы по цене подвинуться, лишь бы, соответственно, какой-то товарооборот у нас происходил.